идеальной посадки павловнии подберите теплое время года. Все молодые растения, вне зависимости от вида, очень чувствительны к низким температурам и должны быть высажены только при отсутствии поздних заморозков. Лучшее время – конец мая. Однако корни можно высаживать в октябре-ноябре, апреле-мае. Поэтому высаживать зеленые саженцы раньше 15 мая – плохая идея. Например, 12 мая 2020 года начались заморозки, и температура опускалась ниже 0 градусов. Некоторые зеленые саженцы не выжили, поэтому не торопитесь. Есть несколько схем посадки павловнии. Для выращивания деловой древесины 4 на 4 метра. Для изготовления биотоплива пеллет 2 на 2 метра. Для получения фуража для крупного рогатого скота 1 на 1 метр. Под вспашку следует вносить удобрения – двухгодичный навоз или нитроамофоску. После внесения удобрения его следует накрыть еще слоем почвы 10-25 см перед посадкой саженца. Для облегчения процесса выращивания дерева можно погрузить корень растения в агрогель. Это уменьшит шанс его загнивания или засухи, а также обеспечит его всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Первый год жизни для павловнии очень важен. В это время происходит формирование корневой системы. Хотя павловния и засухоустойчива, все же в первые 2 года она требует регулярного полива – 6-8 литров воды на растение каждые 10 дней. На плантации необходимо регулярно удалять сорняки, а особенно в первые 2-3 года, обрабатывать растения средствами от вредителей. Для стимуляции к более быстрому росту и формированию ровного ствола на 2-й год посадки делается технический срез. Если оставить укрепившееся дерево таким, как оно есть, оно будет неровное, с разветвлениями. А для деревообрабатывающей индустрии такой деформированный ствол – неликвидный товар. Саженец срезают обычной садовой пилой на высоте 2 см над землей. Через 10-14 дней на всем срезе появятся новые ростки, из которых надо выбрать один лучший и удалить остальные. Соблюдение всех этих правил поможет вам вырастить здоровые, высокие и стройные деревья павловнии. На 2-й год дерево достигнет 3-4 метров с диаметром 8 см. 3-й – 7-8 метров, диаметр 15 см. 4-й – 11-12 метров с диаметром 22 см. На 5-й год дерево вырастет до 15-16 метров с диаметром 27 см. А на 6-й – до 18-20 метров с диаметром 31 см. Удивительное дерево, которое называют нефтяной скважиной, будто бы создано для успеха. Быстрорастущее, легкое, выносливое и быстро регенерирующее. Оно пользуется повышенным спросом в производстве мебели, фанеры, в авиа- и судостроении. При изготовлении музыкальных инструментов, сувениров, игрушек, спортивного инвентаря. Биомасса с павловнии может быть использована в качестве сырья для альтернативных, возобновляемых источников энергии. С каждым годом выращивание павловнии набирает обороты, ведь она решает не только дефицит качественной деловой древесины, но и энергетический кризис. Хотите попробовать этот новый и рентабельный бизнес? Вы на правильном пути. Сколько можно заработать на павловнии? Древесина павловнии легкая, пожаростойкая, очень прочная, но в то же время мягкая и устойчивая к изгибу, скручиванию и деформации. На мировом рынке 1 кубический метр этой древесины продается по цене от 200 до 800 долларов, в зависимости от степени ее обработки. Посадку из растений, за минимальный срок дающую большой объем древесной продукции высокого качества, называют интенсивным лесом. Это достаточно новый вид бизнеса для Украины, уже зарекомендовавший себя в мировой практике как один из самых прибыльных и надежных путей инвестиций. Инвестиции быстро окупаются. Как правило, вложенные средства оправдывают себя уже после первого среза древесины, принося хороший доход. Далее лес приносит стабильную прибыль. Древесина-кругляк стоит около 100-120 евро за метр. Дерево легкое в переработке, подвергается покраске, лакировке и склеиванию. Достаточно водостойкое и устойчивое к возгоранию. Цена на пеллеты из павлонии на международном рынке составляет примерно 100-200 евро за тонну. Во время первого среза древесины вы сможете собрать до 400 кубических метров древесины кругляка. При цене павлонии в 120 евро за кубический метр ваш доход составит 48 тысяч евро за 1 гектар. Это оптимальный результат. Чтобы окупить ваши инвестиции, необходимо минимум 1 гектар земли. Чем больше территория, тем больше окупаемость инвестиции. А ведь цена на древесину растет с каждым годом. Если вы ищете новый, хорошо окупаемый агробизнес, лучшего вложения не найти.